Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Сотрудниками полиции в Якутске задержан мужчина, который угрожал убийством гражданской жене и дочке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она заявила, что в одной из квартир города Якутска раздавались крики и были слышны звуки борьбы. По адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В подъезде полицейских встретила 22-летняя хозяйка квартиры. Со слов женщины, сожитель несколько раз ударил ее и угрожал убийством. В случае проникновения в квартиру полицейских мужчина обещал убить своего 5-месячного ребенка. Чтобы вскрыть дверь, на место были вызваны экстренные службы. В результате полицейские задержали 21-летнего ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью мужчину, у которого изъят нож. Девочка передана матери и вместе с ней направлена в одну из городских больниц. В Подмосковье задержали лидера и участников организованной группы, которая занималась похищениями людей и вымогательством. Установлено, что в августе прошлого года злоумышленники похитили 41-летнего предпринимателя. Они удерживали его в помещении бани, избивали и, угрожая оружием, требовали 2 миллиона рублей. Получив часть требуемой суммы, а также расписки по несуществующим долгам, бандиты отпустили мужчину. Полицейские задержали 3 участников в возрасте от 30 до 44 лет и ранее неоднократно судимого 49-летнего лидера группы. Во время обысков у них изъяли расписки потерпевшего, пневматический пистолет, 20 охотничьих патронов 12-го калибра, сувенирные сабли, раскладные ножи, 3 муляжа юбилейных медалей Великой Отечественной войны и GPS-трекер. Ранее судимый? Да, судимый. Ранее судимый? Да. По какой статье и когда осужден? 162, 62. Ранее судим? Судим. За что? Организация занятия проституцией. Власти Эквадора лишили гражданства и статуса беженца основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа за многочисленные нарушения международных норм. Лондонская полиция арестовала мужчину в посольстве латиноамериканского государства, где он проживал почти 7 лет, и доставила в суд. Подробности в репортаже наших коллег рассказывает Артем Сторонов. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, с 2012 года проживавший в посольстве Эквадора в британской столице, в четверг утром был задержан лондонской полицией и доставлен в зал суда. Перед этим глава южноамериканского государства Ленин Морено лишил его статуса политического беженца и гражданства. Господин Ассанж постоянно нарушал четкие нормы Гаванской и Каракасской дипломатических конвенций, несмотря на неоднократные просьбы не делать этого. В частности, он нарушил положение о невмешательстве во внутренние дела других стран. Последний такой инцидент случился в январе 2019 года, когда Wikileaks опубликовала документы Ватикана. Ключевые члены организации посещали господина Ассанжа до и после таких незаконных действий. Это и другие публикации подтвердили опасения, что господин Ассанж все еще связан с Wikileaks, а следовательно продолжает вмешиваться во внутренние дела государств. Терпение Эквадора в его отношении иссякло. Он устанавливал в посольстве запрещенное электронное и искажающее оборудование. Он блокировал камеры наблюдения в здании миссии, конфликтовал с охраной, без разрешения обращался к документам дипломатов. Он требовал изоляции и отказывался от предложенного посольством выхода в интернет, и при этом имел мобильный телефон, при помощи которого общался с внешним миром. Президент подчеркнул, что Эквадор 6 лет и 10 месяцев защищал права Ассанжа и получил от Великобритании письменное заверение, что его не выдадут стране, где ему будут угрожать пытки или смертная казнь. Позже стало известно, что Скотланд-Ярд задержал Ассанжа по запросу Соединенных Штатов. Власти страны обвиняют его в сговоре с информатором Wikileaks Челси Мэннинг, которая передала организации множество секретных правительственных документов. Ее в марте взяли под стражу после того, как она отказалась давать показания большому жюри. По этому обвинению Ассанжу грозит до 5 лет лишения свободы. Когда именно будет вынесено решение об экстрадиции, пока неизвестно. Его адвокаты заявили, что будут всячески препятствовать его выдаче. Это создает опасный прецедент для всех медиаорганизаций и журналистов в Европе и по всему миру. Это означает, что любого репортера могут экстрадировать для судебного преследования в США за публикацию правдивой информации о Соединенных Штатах. Американские власти расследовали деятельность Wikileaks с 2010 года из-за публикации секретных документов Пентагона и Госдепартамента. В то же время Ассанж, обвинявшийся на тот момент в сексуальном насилии в Швеции, был арестован в Лондоне и освобожден под залог. В 2012-м он, опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты, попросил политического убежища в посольстве Эквадора. В четверг лондонский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Ему грозит до года тюрьмы. Приговор будет вынесен в мае. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.